каждым днем печальная статистика ДТП с участием двухколесных средств передвижения стремительно растет. Почему средства индивидуальной мобильности превратились в серьезную головную боль для всех участников дорожного движения, узнал Петр Васильев. На кадрах центр Якутска. Лихачи на самокате сбивают девушку прямо на тротуаре под навесом. От сильного удара в спину она падает на колени, а любители покататься с ветерком едва не задевают впереди идущую маму с ребенком. Ну а здесь юных водителей самоката от беды отделяет лишь мастерство водителя автомобиля. Игнорируя правила дорожного движения, они ловко маневрируют из левой в правую полосу через разделитель. Таких нарушений с начала лета, по данным госавтоинспекции, уже больше 200. С мая этого сезона, летнего сезона, у нас в городе появились очень много электросамокатов. Наверное, граждане это видят. На каждых площадях они стоят. С участием этого транспорта у нас в городе зарегистрировано уже 9, а 6 из них это с детьми. В основном дети нарушают правила дорожного движения. Это не спешившись переходят дорогу, катаются по двое, по трое. Среди пострадавших и маленькие дети. Пару дней назад водитель электросамоката сбил 5-летнего ребенка на пешеходной зоне. Пострадавшему потребовалось медицинское вмешательство. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия по поручению председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Предварительным следствием установлено, что 17 июля текущего года через мобильное приложение мужчина арендовал средства индивидуальной мобильности, проехал пешеходный переход на перекрестке улиц Пояркова и Пушкина и совершил наезд на 5-летнего мальчика. Ребенок с ушибом и царапиной был доставлен в медицинское учреждение. По предварительным данным, мужчина пытался остановить электросамокат, однако его скорость не уменьшалась, что повлекло наезд на ребенка. Важно помнить, водитель электросамоката – полноценный участник дорожного движения, поэтому он просто обязан знать правила ПДД. Например, в пешеходных зонах самокатчики, как и велосипедисты, гости. Должны либо спешиться, либо двигаться со скоростью потока, никому не мешая. Об управлении в нетрезвом виде и езде вдвоем вообще стоит забыть, иначе грозят серьезные последствия. Если, допустим, касаемо езды на самокате вдвоем, то это 5000 штраф. Если, допустим, не спешился человек, пересекающий пешеходный переход, это 1000 рублей. По правилам ПДД там у них 800. Госдума уже подготовила законопроект о кратном увеличении штрафов для любителей двухколесной езды. А некоторые депутаты и вовсе выступили за полный запрет этого вида транспорта. Ну а пока парламентарии изучают общественные настроения в этом направлении, любителям самоката стоит помнить главное. Любишь кататься – катайся по правилам. Петр Васильев, Нюргун Старостин, Якутск.